У нас там есть на канале, как разделывать татарский балиш. А сейчас вот будет рецепт приготовления балиша. Балиш. Зур балиш. Большой балиш или балиш с бульоном делают из пресного теста. Тесто разделить на две части. Большую часть раскатать толщиной 5 мм и положить на масляную сковородку. Тесто должно быть раскатано так, чтобы его края свисали со сковороды. Тесто смазать маслом. На него положить большой горкой начинку. После чего края теста приподнимают, собирают до середины, в начинку наливают масло и закрывают раскатанным тестом верх балиша. Края двух лепешек соединяют и защипывают. Посередине делают отверстие и закрывают пробкой из теста. Балиш нужно смазать маслом и посадить в печь или духовку на час-полтора. Затем вынуть, открыть пробку, влить горячий бульон, закрыть и поставить на 40-60 минут допекаться. Если печь жаркая и верх балиша подгорает, его нужно накрыть влажной бумагой. Приготовление начинки. Для начинки берется говядина, баранина, гусь или утка. Очень вкусный балиш готовится из потрохов гуся или утки. Вот у нас, кстати, в Оренбургской области, на родине нашей малой, в Солилецком районе, мама из потрохов гуся или утки делала не потроха даже, а из ножек там, из крылышек. Мясо нарезать кусочками величиной с грецкий орех, а потроха, наверное, тоже входили, да. И смешать с картофелем, нарезанным также, положить мелко нашинкованный репчатый лук, масло, соль, перец и все перемешать. На одну сковороду балиша тесто килограмм 200 граммов, от килограмм 200 граммов до 1,5 килограммов, мясо без костей килограмм 200 граммов до 1,5 килограммов, картофеля 2 килограмма, масло 250 граммов, бульона 400-500 граммов, репчатого лука 200 граммов, соль, перец по вкусу.